Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня поговорим о конфликте между Таджикистаном и Киргизской республикой. Сам лично являюсь гражданином Таджикистана. Ко всему, все, что произошло и происходит, отношусь нейтрально. Буду озвучить только киргизскую официальную версию. Итак, начинаем. Официальная версия Киргизстана, апрель 2021 года. В спорных территориях таджикская сторона начала устанавливать камеры наблюдения. Киргизские пограничники открыли предупредительный огонь. С этого все началось. 6-7 солдат, которые там находились и держали оборону, их всех убили. Напомню, что Киргизстан в марте того же года провел масштабные военные учения в приграничных районах с Таджикистаном. Об этом даже написали иностранные СМИ. Итак, идем дальше. 14 сентября 2022 года официальная версия Киргизской республики. На границах пограничники увидели бородатых мужчин без опознавательных знаков в черном и открыли по ним огонь. Ташиев лично сообщил, что у нас есть доказательства, но так и не представилось. Позже СМИ эту информацию удалили. Спустя 2-3 дня в таджикских интернет-сайтах появились видео местных жителей с оружием на руках, где, по словам автора, стали на защиту Родины. Пару из них были с бородой и в пожилом возрасте. Позже, потом еще добавили, Таджикистан специально подготовил провокацию. Какой вывод еще можно сделать? После прихода во власть Ташиева и Джапарова это уже который раз проливается кровь ни в чем не повинных людей. Самый интересный факт в том, что с обновлением властей Киргизстана новая власть не признает договоренность предыдущих властей и в одностороннем порядке всячески изменяет чертежи вдоль границ. Дошло до такой степени, что сказали, специальные представители киргизской стороны в переговорах о демилитаризации и демаркации границы не имели права подписывать документы. Несмотря на все эти прихоти Киргизстана, Таджикистан пошел на компромисс, но оказалось им и этого мало. На этом фоне киргизские пиарщики и некоторые официальные лица распространили в соцсетях очень много дезинформации и ввели свой народ в заблуждение. Почему-то все киргизские граждане думают, что во всем этом виноват Эмомали Рахмон. Но напомню всем, что после прихода талибов уже который раз талибы открытую угрожают Таджикистану вторжением и захват республики за неделю. После всего этого вы все до сих пор думаете, что Рахмон готовил провокацию или начал войну? Вывод сделать вам.